Продолжаем эфир нашего телеканала главными новостями к этому часу и коротко о главных темах. Коронавирусную инфекцию обнаружили у сотрудника одной из доставок воды в Якутске. Один положительный анализ за минувшие сутки подтвердился в Алдане. Об эпидобстановке в карантинном городе через пару минут. В тяжелое время медика поймет только медик. Екатеринбургские фельдшеры скорой помощи стали не только напарниками, но и любящей парой. Коронавирус выявили у одного из офисных сотрудников доставки воды в Якутске. Предприятие «Элит Аква» приостановило работу. Об этом сказано на странице компании в Инстаграм. Отмечается, что вирус найден у сотрудника, работавшего в офисе. Теперь все сотрудники сдают тесты на коронавирус и переходят в режим самоизоляции. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нерюнгринском районе. Глава Якутии рассказал о текущей эпидобстановке. По его словам, она остается напряженной. Так, в регионе за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания. Один в вышеупомянутом Нерюнгре, один в Алдане и 2 в Якутске. По Якутску это член семьи ранее заболевшего, ну а также человек, который прилетел из Москвы, житель республики, но с самого приезда находившийся на самоизоляции. По Нерюнгре также жительница Нерюнгра с самого приезда тоже находилась на самоизоляции, была под контролем. Ну и по Алдану это также работник обсерватора, который с самого первого дня находился в контакте с больными и вот, к сожалению, сейчас заболел. По другим территориям без изменений. Состояние больных у нас в целом нормальное, удовлетворительное. Вместе с тем по городу Якутску 2 у нас человека находятся в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ врачи борются за их жизнь. Особое внимание уделяется ситуации с вахтовиками. Николаев отметил слаженность работы на чаиндинском предприятии. На сегодня все анализы отобраны и направлены в Москву и Петербург. Это порядка нескольких тысяч проб. Между тем, в вахтовом поселке Сундарского района, где, напомню, было выявлено 10 положительных результатов на COVID-19, введен режим карантина. По Сундарскому улусу после того, как в вахтовом поселке у нас 10 подтвержденных случаев болезни, по представлению главного санитарного врача республики, по просьбе улуса, мною принято решение именно на территории вот этого отдельно взятого вахтового поселка, недалеко от села Кутана, ввести режим карантина по 30 апреля. Он сейчас уже соблюдается. Тем временем федеральные средства доведены до региона. Также поступают федеральные средства на доплаты медикам. Напомню, что в Якутии медицинские работники получают как федеральные, так и республиканские доплаты. Федеральные составляют 80 тысяч для врачей, 50 для среднего и 25 тысяч для младшего медперсонала. А региональные 66, 40 и 20 тысяч рублей соответственно. Всего таких медиков у нас в республике свыше 200 человек. Они все тоже до конца апреля месяца получат и республиканские выплаты, которые уже начались, и федеральные выплаты после соответствующих оформления документов уже непосредственно в учреждениях здравоохранения. А сейчас узнаем о текущей эпидобстановке в закрытом на карантин городе Алдане. На связи со студией наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, здравствуй. Какова ситуация на сегодня? Здравствуй, Василий. Да, Алдану недолго удалось продержаться на нуле. +1 за последние сутки подтвержденной коронавирусной инфекции. Итого на сегодня 43 пациента с диагнозом COVID-19, о чем и подтвердил сегодня главный санитарный врач района. На сегодняшний день у нас число лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 43 человека. За вчерашние сутки 1 человек. Новых контактов по домашнему очагу он не дал. Только отрабатываем по контактным по работе. Все они установлены, помещены в обсерватор, лабораторные исследования проводятся. На сегодня отправлено 29 проб в город Якутск для проведения лабораторных исследований. На месте в алданской лаборатории центра СПИД обследуются лица, которые будут сменять работников социальных учреждений, не входящих в очаг.
В условиях карантина Управление социальной защиты населения района работает в режиме онлайн. Как рассказал нам сегодня начальник управления Вадим Мазурок, социальные выплаты не задерживаются, работа продолжается. Вот давайте послушаем, что он сказал. Как и многие учреждения нашего района в условиях карантина, Управление соцзащиты изменен график работы. В настоящее время приостановлен непосредственный прием граждан, да, но все выплаты, которые возложены на нас, они производятся, то есть специалисты работают по сменному графику, проводят консультирование по телефонам и также назначение всех необходимых мер соцподдержки. Также у нас расширилась возможность по приему документов. Сейчас мы, помимо госуслуг, электронной Якутии, да, мы принимаем документы посредством нашей электронной почты, то есть потому что все-таки не у всех граждан сейчас есть возможность зарегистрироваться, да, на госуслугах, потому что там нужно получить подтверждение, да, то есть не у всех это получается. Поэтому для удобства населения принято решение о приеме документов на электронную почту. Кстати, Управление социальной защиты расширило в условиях карантина свои полномочия. Социальные работники по мере необходимости выезжают к пожилым людям, это категория 65+, доставляют им продукты, лекарства и помогают получить пенсии. Некоторые предприниматели продолжают поставлять продукты для раздачи их нуждающимся. Так, например, магазин «Хлебный рай» третий день подряд выставляет на крыльцо прилавок с хлебом. Его раздают абсолютно бесплатно. Есть такие люди, у которых вообще нет финансовых средств, чтобы даже приобрести буханку хлеба. Работники магазина оказались ребята скромные и не стали рассказывать нам на камеру о своей вот такой социальной помощи. Но карантин продолжается, въезды и выезды в городе заблокированы, полиция контролирует прохождение автотранспорта, как транзитного, так и внутри города. Василий. Да, спасибо, Руслан. На прямой связи из Алдана передавал наш корреспондент Руслан Павлов. Напомню, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован и в соседнем городе Нерюнгри. Накануне анализы пациентки были доставлены в лабораторию Роспотребнадзора в Якутске. Положительный результат был подтвержден. Больная помещена в инфекционное отделение. Уже установлен круг ее контактных лиц. С момента приезда в регион она находилась на самоизоляции. На основании полученных данных специалистами территориального отдела, Центра гигиены и эпидемиологии и медицинской сети и органов МВД были проведены первичные противоэпидемические мероприятия, которые заключались в установлении круга контактных лиц, которые проконтактировали с данным заболевшим, и помещение их в обсерватор для установления медицинского наблюдения и отбора анализов для установления диагноза, возможного диагноза ковид у контактировавших лиц. Все контактные были определены, весь круг контактных был определен. И на текущий момент все лица, которые контактировали с заболевшей, находятся под медицинским наблюдением в изоляции. Также напомню, что 2 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробнее о работе медиков и состоянии больных нам рассказал главврач Якутской клинической больницы Николай Васильев. Сегодня, 23 апреля, в Якутской республиканской клинической больнице получает стационарное лечение 24 пациента с диагнозом коронавирусной инфекции. Из них 2 в тяжелом состоянии, подключены искусственной вентиляции легких. Состояние 17 пациентов средней степени тяжести, 5 удовлетворительные. Мы, медицинские работники, находящиеся на передовом фронте борьбы с эпидемией, просим вас находиться дома, соблюдать личную гигиену и меры профилактики. Только так мы можем победить этот коварный вирус. Власти Якутии утвердили дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Этим сектором выделят 91 миллион рублей из резервного фонда правительства региона. Напомню, что президент страны Владимир Путин 15 апреля поручил правительству страны начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за распространения коронавируса. Глава государства также сообщила о новых мерах поддержки бизнеса, строительной отрасли и субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь указом главы
Якутии утверждены дополнительные меры их поддержки. Туда включено субсидирование на конкурсной основе части затрат предпринимателей. Размер составит ключевую ставку Центробанка на оплату в этом году процентов по привлеченным кредитам и лизинговым платежам. В общей сложности средства выделены в размере почти 91,5 миллионов рублей. Касаемо транспортного сообщения, напомню, что в регионе приостановлено межмуниципальное сообщение. В том числе с 20 по 30 апреля запрещена перевозка судами на воздушной подушке по направлениям Якутск-Нижний Бестях, Кангалас и Сотинцы и на переправе Мегино-Алдан-Кыскил через реку Алдан. Разрешены лишь грузовые перевозки, доставка проб анализов из заречных районов и продуктов питания. По административной ответственности за нарушение положен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении и при выявлении фактов нарушения сумма штрафов неоднократно увеличивается. На причалах, на местах высадки и посадки патрулируют сотрудники ГИМС, транспортной полиции и МВД по региону. В соответствии с новыми изменениями административной ответственности КоАП, у нас это федеральным законом 99-м, у нас с 1 апреля действует определенная ответственность при нарушении деятельности, при повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации, когда органы исполнительной власти вводят на определенной территории. У нас на сегодняшний день действует повышенная готовность, поэтому по административной ответственности имеется ответственность при нарушении деятельности, при выполнении предпринимательской деятельности. Полным ходом идет строительство гимназии в поселке Хандыга Тампонского района. На каком этапе работы, готова рассказать Мария Винокурова. На сегодняшний день на объекте трудятся 4 бригады, свыше 20 человек. К лету планируется увеличение количества строителей в 3 раза. Работа идет в бесперебойном режиме. По зимнику завезено 90% всех стройматериалов. В эти дни завершаются общие кровельные работы. Бригада сантехников закончила работы по теплотрассе, узлу водоотопления и приступила к монтажу внутренней системы отопления здания. Параллельно электрики ведут монтаж приборов и щитков в кабинетах, а также общий щитовой. Бригада отделочников начала укладку керамических плиток на стены и полы в пищеблоке. Но основной объем работы предстоит по благоустройству территории. Завезли песок, гравий и щебенку, тротуарную плитку, бордюры. Как наступят благоприятные погодные условия, начинаем благоустройство всей территории, бетонирование проектов, тротуаров. Все работы идут согласно календарному графику. Отставаний нет. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 60%. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Спортсмены присоединяются к волонтерскому движению «Мы вместе». К добровольцам записались 99 атлетов. Вчера акцию поддержали борцы сборной команды Якутии. А сегодня одиноким пенсионерам и пожилым людям помощь оказали известные масс-рестлеры. Среди них чемпионы мира и Европы, многократные победители игр Манчары и республиканских турниров. Каждая бригада будет доставлять набор продуктов по списку, утвержденным региональным волонтерским центром. Прежде чем приступить к доставке, спортсмены проходят профбеседу и соблюдают все меры предосторожности. Используют маску, резиновые перчатки, внутрь квартиры не заходят. По плану каждая бригада должна объехать порядка 40 адресов. У нас при министерстве создано волонтерское движение спортивное. И для того, чтобы стать волонтером, у нас нужно пройти регистрацию для начала, потом онлайн-обучение. Это занимает примерно 30 минут. Потом, после чего вот здесь на месте, в республиканском волонтерском корпусе проходит онлайн-инструктаж уже на месте. После чего уже начинает работу. В тяжелое время медика поймет только медик. Екатеринбуржцы Сергей Горин и Ксения Реутова – фельдшеры скорой помощи. Однако их объединяет не только работа. Молодые люди находятся в отношениях уже 3 года и осенью собираются пожениться. Сергей и Ксения познакомились тоже на работе. Приписки все началось. Да, как интересовался каждый день, привет, как дела, там я обратила внимание, что он такой внимательный,
к мелочам, то есть как у тебя, у нас настроение, как спалось, там, даже завтракала, не завтракала, кушала, не кушала, вплоть до такого, он тоже меня этим зацепил. Я говорю, прошу смены дополнительные какие-то, чтобы прийти лишний раз, 5 минуток, то есть увидеться, либо даже, даже приезжаю, не могу проехать мимо, заезжаю, то есть так вот. Но так вообще просто интересуюсь, как у нее дела, сыта ли она, что-то требуется, не требуется. С момента начала пандемии паре приходится работать с двойной нагрузкой. Выходные у них практически не совпадают, однако ситуация только укрепляет их отношения. И молодые люди всегда находят минутку увидеться. Не забывают и о рабочей взаимовыручке. Мы выезжаем, говорю, и приезжаем, мы друг друга обязательно смотрим, как одет партнер, то есть в любом случае предупредим, если что-то где-то какая-то будет. Но все равно душевные переживания есть, то, что человек рискует, близкий мой, любимый. Это были все новости. До встречи в эфире.